Тема, которую предстоит обсудить, очень тяжелая, потому что проблема заминированных территорий и минных жертв по своей значимости находится в числе тех, от решения которых зависит выживание нации. Вопрос разминирования территории Чеченской Республики все еще остается серьезной проблемой. Так, если в 2008 году в республике было зафиксировано всего несколько минных инцидентов, то годом раньше в результате подрывов на минах, фугасах и иных взрывоопасных предметах в республике погибло 11 человек, включая 4 детей. Еще, по крайней мере, 17 жителей республики, в числе которых и дети, получили ранения и травмы различной степени тяжести. Согласно данным неправительственной организации ЮНИСЕФ, с 1994 по 2008 годы в результате подрывов на минах и фугасах в Чеченской Республике погибло 714 мирных жителей. Еще 2379 человек были ранены. Однако, по данным общественной организации «Ла-Манас», в декабре 1994 года от мин пострадали 3105 человек, 768 из них – дети. Наибольший процент пострадавших от взрыва мин граждан республики пришлось на 2000 год. Тогда было зарегистрировано 719 случаев подрывов людей на минах и иных взрывных устройствах. В числе пострадавших было и 159 детей. При этом необходимо отметить, что приведенные сухие цифры количества жертв минных инцидентов удручают, тем более, что это не просто сломанные судьбы, но и постоянный стресс для родных и близких пострадавшего. В последние годы число подобных инцидентов на территории Чеченской Республики значительно снизилось, но это вовсе не означает, что проблема решается в полной мере. Ведь по существу республика нуждается в сплошном разминировании территории. Несколько лет назад ряд экспертов считали республику самым миноопасным регионом на территории бывшего СССР. Тогда, по данным ООН, на территории республики находилось более полумиллиона неразорвавшихся мин, снарядов и иных боеприпасов. По большому счету, даже если это количество за несколько лет и снизилось, то вряд ли даже наполовину. После завершения так называемой Первой Чеченской войны разминированием на территории Чеченской Республики занимались представители британской организации Halo Trust. В период с 1997 по 1999 годы специалисты этой организации провели огромную работу по обезвреживанию мин и других взрывоопасных предметов. Вместе с тем работники Halo Trust готовили и специалистов из числа местных жителей. Однако с началом второй военной кампании Halo Trust была выдворена с территории республики. Фактически с тех пор и по сегодняшний день в Чеченской Республике нет ни одной службы, которая бы целенаправленно работала над очисткой территории от мин, которые продолжают время от времени приводить к новым трагедиям. Конечно, работа проводилась и проводится, но не в тех масштабах, которые требуют обстоятельства. Причина одна – просто не хватает сил, специалистов и средств. В 2007 году на территории Чеченской Республики в течение месяца работала группа специалистов МЧС России, которые разминировали более 60 гектаров пахотных земель. Ранее в СМИ сообщалось также и о том, что за 12 месяцев 2008 года саперы подразделений внутренних войск обнаружили и ликвидировали в различных районах республики 9085 взрывоопасных предметов. Кроме того, было найдено и обезврежено 93 взрывных устройства различной мощности. Однако, несмотря на довольно-таки неплохие результаты, эти меры всю проблему в комплексе все-таки не решают. Согласно некоторым данным, на территории республики в общей сложности необходимо очистить от мин не разорвавшихся боеприпасов более 24 тысяч гектаров земель. В основном это сельскохозяйственные угодья, лесные массивы в предгорной и горной части республики. В апреле этого года группа саперов Центра специального назначения МЧС России «Лидер» прибыла в Чеченскую Республику и приступила к работе по разминированию территории в районе города Грозный. Когда пригород Грозного сотрясается от взрывов, местные жители уже знают, что это работают саперы МЧС России. Раньше колхоз «Заря» тоже гремел на всю республику, но только рекордными урожаями. Нынче эти места люди обходят стороной. Поля здесь в буквальном смысле усеяны минами и снарядами. Прибывшая в республику группа специалистов состоит из 30 человек, которые оснащены необходимым оборудованием и имеют опыт работы не только в Чеченской Республике, в которой саперы работали в период с 2002 по 2007 год, но также в бывшей Югославии и других местах. За время работы в республике ими было обезврежено более 4000 взрывоопасных предметов. В эту поездку им предстоит проверить на наличие взрывоопасных предметов и полностью очистить от мин, снарядов, фугасов и прочих взрывоопасных предметов сельскохозяйственные земли, принадлежащие госхозу «Заря» под городом Грозный. В общей сложности до конца мая им предстоит проверить около 50 гектаров полей. Работа сапера заключается в том, что каждый сигнал металлодетектора, с которым он работает, он обязан отследить и проработать так называемый этот сигнал. Независимо от того, взрывоопасный предмет или же это какое-то бытовое железо или же сельскохозяйственное железо. Мы работаем здесь уже около месяца. За это время выполнено нами очищено 40 гектар
Значит, работали мы в том числе и в праздничные дни, потому что прибыли сюда для того, чтобы выполнять работу, помогать людям, а, соответственно, не отдыхать. Характер взрывоопасных предметов, которые здесь обнаружены на этом поле, самый различный, начиная от гранат, от подствольного гранатомета, это ВОК-25, от АГС, автоматического гранатомета ВОК-17, в том числе противотанковые мины, мины от минометов, а также взрывчатка с активной бронетехники. На сегодняшний день, по данным сотрудников республиканского МЧС, саперы осмотрели несколько гектаров сельскохозяйственной угодий Госхоза. В ходе инженерно-саперных работ ими были обнаружены и ликвидированы более 17 различных боеприпасов. То, как сейчас работают саперы, называется сплошное разминирование. Это значит, территорию очищают от любого металлического предмета, будь то гильза, гвоздь или снаряд. Чаще всего места, где, возможно, зарыты взрывоопасные предметы, сотрудникам МЧС подсказывают местные жители. Дело в том, что минные карты никем не составлены. В МЧС республики уже подсчитали, даже усилиями отряда «Лидер» на разминирование республики уйдет еще около 10 лет. Всего с начала апреля специалисты центра «Лидер» обнаружили и уничтожили 22 боеприпаса, представляющих угрозу для жизни местного населения. В общей сложности до конца мая саперы отряда планируют обезвредить 50 гектаров земли. В масштабах республики это капля в море. По данным Министерства сельского хозяйства республики, более 20 тысяч гектаров пахотных земель требуют сплошного разминирования, и эти цифры не окончательные. Второй этап разминирования пройдет осенью этого года. Тогда будет очищено еще 70 гектаров земель. Значит, все, работаем так, как положено, согласно требованиям всех руководящих документов, и нам сопутствует успех на данный момент. По большому счету, проблема худо-бедно решается и руководством республики, в том числе и лично президентом. В целях решения этой весьма серьезной проблемы предпринимаются довольно-таки серьезные усилия. Тем не менее, проблема заминированных территорий настолько глобальна, что без вмешательства федерального центра решить ее основательно не представляется возможным. Территория Чеченской республики буквально напичкана минами, не разорвавшимися снарядами и взрывными устройствами. Специалисты уверяют, что если даже разминированием территории республики заниматься имеющимися на сегодняшний день силами и средствами и дни, и ночи без сна и отдыха, то это все равно растянется на долгие годы. По мнению ряда специалистов, в общей сложности в республике необходимо разминировать не менее 24 тысяч гектаров земель. Сегодня, по разным оценкам, в горах и лесах республики еще остается до миллиона различных взрывоопасных предметов. Для проведения этих работ требуется порядка 12 миллиардов рублей, а такую сумму республиканский бюджет просто не осилит. Именно поэтому республиканские власти убеждены, что необходимо инициировать принятие федеральной целевой программы по разминированию территории республики, по крайней мере, предусмотреть в бюджете Минобороны Российской Федерации соответствующую статью расходов.